Для Луизы Ильяновой границ самореализации нет, и тому подтверждение сертификата прохождения курса переподготовки. Девушка состояла на учете в центре занятости. После по приглашению прошла курсы и теперь работает воспитателем в детском саду. Курсы были очень интересные, очень много узнала нового для себя. И то, что я прошла курсы, мне дало возможность выйти на работу в садик. Это мне пригодится в дальнейшей. Я буду дальше поступать, поэтому на педагогический дальше буду еще продолжать учебу. Обучение Луизы Ильяновой и 23 ее коллег прошло в рамках федерального проекта содействия занятости, национального проекта «Демография». Всего по Ингушетии обучение проходит 697 человек. В первую очередь это безработные, жители в возрасте от 50 и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также лица предпенсионного возраста. Правительством Российской Федерации были разработаны ряд постановлений, которые направлены на то, чтобы помочь обрести новую профессию, получить новое рабочее место. Надеюсь, что это вашей работе даст дополнительный плюс, дополнительный стимул к совершенствованию и дальнейшему вашему развитию. Обучение проходило в дистанционном формате по двум направлениям – деловой русский язык и культура профессиональной речи, и делопроизводство и документооборот. Каждый из участников курса имел доступ к необходимой литературе на одноименном портале в личном кабинете. Заявление подается на портале «Работа в России». Гражданин сам самостоятельно подает заявление. Потом дальше это заявление, эта заявка попадает к тому федеральному оператору, где он хочет учиться, либо Томск национальный исследовательский, либо РАНХИКС, либо WorldSkills. После этого образовательное учреждение делает отбор, они направляют соответствующие документы, перечень документов, там все прилагается. И обучение проводится, есть очно-заочно, есть дистанционное, есть очное обучение. На сегодняшний день число безработных сократилось по сравнению с прошлым годом и составило на одно вакантное рабочее место 29 человек. Курсы проводят специалисты РАНХИКС из Ставропольского края. Это первый их визит в республику в рамках реализации национального проекта, но, как уверяют здесь, не последний. В дальнейшем планируется обучить на территории Республики Ингушетия 292 человека. Вот 41 человек у нас уже завершают обучение. Это не только сотрудники этого дошкольного учреждения, но и из других районов республики. У нас 22 человека уже обучаются по программам профессиональной переподготовки объемом 506 и 256 часов. И с сентября месяца мы запускаем процесс обучения 170 человек. Так что к концу реализации срока программы, то есть до 2 декабря, все слушатели, которые проходят в рамках квоты по федеральному проекту 292 человека, получат дополнительную квалификацию, смогут трудоустроиться. Напомню, национальный проект «Демография» рассчитан на 2019-2024 годы и состоит из 5 федеральных проектов. Его цель не только строительство новых объектов, но и переобучение отдельных граждан и, как следствие, сокращение безработных мест в регионе. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.